Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Глава Нерюнгри привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как отметили в прокуратуре, администрация муниципального образования город Нерюнгри направила в орган по компетенции поступившее в ее адрес обращения гражданина, однако уведомление о перенаправлении обращения ему не было направлено. Мировым судом главе назначен административный штраф в размере 5500 рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило. А в Мирном раскрыта кража телефона. Подозревается 18-летняя девушка, уже судимая за аналогичное преступление. В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, из ее квартиры похищен сотовый телефон стоимостью около 12 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 18-летняя девушка. Установлено, что в день происшествия подозреваемая и потерпевшая вместе распивали алкогольные напитки. Когда застолье подошло к концу, гостья засобиралась домой и незаметно похитила телефон заявительницы. В настоящее время похищено изъято. А в Амгинском районе сельхозкооператив задолжал своим работникам более 1,5 миллиона рублей. Кооператив в Бологур не выплачивал зарплату 49 сотрудникам в январе и феврале этого года. Прокуратура возбудила в отношении виновных лиц административные производства по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». По информации пресс-службы ведомства, задолженность полностью погашена, права работников восстановлены. Переходим к федеральной повестке. Французский исследователь Жан-Мишель Кусто приехал в Приморье, чтобы оценить состояние касаток и белуг, содержащихся в так называемой китовой тюрьме. По его словам, всегда есть шанс, что у животных удастся вернуть в дикую природу, рассказывает Артем Сторонов. Французский исследователь и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, в субботу прибыл в бухту Средняя в Японском море. Он вместе со своей командой приехал в Приморье по приглашению Минприроды России, чтобы оценить состояние морских млекопитающих, которые здесь содержатся. Мы в буквальном смысле пытаемся осмотреть всех находящихся здесь в неволе животных и понять, каково их будущее. Идея не в том, чтобы дать описание их состояния, а в том, чтобы выработать план. По словам Кусто, пока сложно сказать, удастся ли вернуть всех животных в дикую природу. Это решение эксперты будут принимать совместно после сбора всех необходимых анализов. Всегда есть такой шанс. Все будет зависеть от ответов, которые смогут получить члены нашей команды. О том, что в вольерах под Находкой незаконно содержатся 11 касаток и 90 белух, которых хотели продать в китайские океанариумы, стало известно в октябре прошлого года. Животные находятся в тесных и неотапливаемых открытых вольерах, из-за чего зоозащитники называют их китовой тюрьмой. Все выловленные особи являются детенышами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. На касаток и белух был наложен арест. Президент России Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу морских млекопитающих. От соседей по Дальнему Востоку переходим к международным происшествиям. В Бразилии от столкновения с баржей обрушился автомобильный мост через реку, по которому ехали две машины. Спасатели пока не могут найти ни пассажиров, ни экипаж судна. Подробнее у наших коллег. Автомобильный мост через реку Можу на севере Бразилии обрушился в субботу после того, как в него врезалась проплывающая под ним баржа. Инцидент произошел примерно в 50 километрах к югу от города Белен. В результате несколько пролетов сооружения обрушились прямо на судно. Как сообщается, по мосту в этот момент проезжали два автомобиля. Что произошло с пассажирами, пока неизвестно. По словам спасателей, им не удалось обнаружить ни экипаж баржи, ни каких-либо документов на борту. О погибших или пострадавших информации пока нет, поиски продолжаются. Местные власти говорят, что обрушение моста, скорее всего, повлияет на грузоперевозки бобов, сои и кукурузы из северных портов Бразилии. Восстановление сооружения, по их словам, может занять несколько лет. На этом пока все. Берегите себя.